Рашэнне аб прысваенні Брэсту ў 2019 статуса культурнай сталіцы садружнасці незалежных дзяржаў было прынята 2 гады таму на саміце кіраўнікоў СНД. Часу на падрыхтоўку не шмат, але задачай паспяхова справіліся, завяраюць у аргкамітэце. У плане падзей каля 40 канцэртаў, выстаў і іншых мерапрыемстваў. Большасць з іх пройдзе ўпершыню і ўсе міжнароднага маштабу. Это и конкурс пианистов, и конкурс детского экслибриса, хореографический фестиваль, фестиваль хоров мальчиков. Это очень интересное мероприятие, очень сложное, международный парад оркестров, фестиваль дружбы, конкурс скрипачей и многое-многое другое. Сярод навінак і танцавальная вясёлка, першы міжнародны фестываль харэаграфічнага майстэрства. Яго арганізатары – харэаграфічная школа імя Вячеслава Погодзіна. Сярод удзельнікаў творчыя калектывы з Расіі, Прыбалтыкі, Еўропы і нават Мексікі. Кожны з іх прадставіць танцы сваіх народаў. Планируется, чтобы выступления этих коллективов увидели как можно больше наших людей-брестчан. Планируется провести большое дефиле по улице Советской до площади Ленина. Там состоится торжественное открытие фестиваля. Затем пройдет большой концерт с участием всех коллективов в нашем академическом театре, куда можно будет тоже попасть по билетам. З'явіліся ў культурнай сталіцы свае сімвалы. Яго аўтары – 2 Уладзіміры – Грышкут і Любчук. Творчы тандэм, кажуць дызайнеры, з'явіўся давно, а паўдзельнічаць у сацыяльным праекце вырашылі ўпершыню. Здесь, как мы зашифровали в логотипе, то есть это, лучше, наверное, Владимир расскажет, но, по крайней мере, это был всеобщий знак все-таки содружества, там, где люди держатся за руки, знак того же солнца и сердца, естественно, объединение любви людей друг к другу. И нельзя было оставить без внимания то, что Брест – это столица культурной СНГ, и, естественно, непосредственно герб Бреста мы поместили внутрь. Огромное спасибо, наверное, городу, что предоставили возможность поучаствовать в этом мероприятии, а именно внести свой вклад. О том, что мы победили, сообщил Владимир, как, собственно, он и являлся инициатором этого конкурса. Он предложил поучаствовать. Мы долго обсуждали, что мы будем делать, как мы будем делать. В итоге пришли именно к этому варианту. Было много других вариантов, которые мы отсеяли на этапе разработки. Этот понравился чем? Именно цветовым решением, потому что он яркий, заметный логотип, то есть яркий цвет, это позитивные, радостные эмоции. Святаўступленне Брэста ў правай культурнай сталіцы СНД пройдзе з 4 па 6 красавіка. У праграме канцэрт майстроў мастацтва дзяржаў удзельніц садружнасці, выставы майстроў выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і многае іншае. Евгения Мороз, Роман Филюсиш, телерадиокомпания «Брест».